Моя первая картина, на ней мне хотелось изобразить именно наш крымско-татарский обычай. Это джезве, сладости, да, обязательно, финджанчик маленький и кофейные зерна. Важно, скорее всего, не забыть то, что принесли вот наши старики, то есть до этих пор как бы все это сохранили, и поэтому это все очень быстро забывается, да, на смену приходит современная все, как техника, да, даже посуда, даже в еде, на картинах как бы хочется запечатлить это все, чтобы это было напоминанием и как бы знали, да, наши дети и внуки в дальнейшем, да, что вот как жили их предки. Каждый раз, когда я езжу по Крыму, меня очень вдохновляет красота Крыма, да, горы, леса, море. Сама природа, она так и просится на холст. Когда я вижу, мне хочется запечатлеть это. Она же вот всегда разная. Даже одно и то же место по-разному выглядит. Осенью, весной, летом и зимой, да, можно по-разному изобразить это. Один и тот же пейзаж. На своих картинах я экспериментирую, да, совмещаю крымско-татарский орнамент и арабскую каллиграфию. Такие слова, как Аллах, Машаллах, Альхамдулиллях, да, то есть чтобы это было как напоминание для нас, потому что мы мусульмане. Что бы ни случилось, богатые мы, бедные, кого-то мы теряем, кто-то рождается, то есть все это предписано нам Всевышним. Я вижу такую тенденцию, что такого рода картины, они как бы оберег, да, используется, но это неправильно. То есть не будет картина оберегать, если ты не будешь понимать смысла того, что написано на ней. Это скорее напоминание для людей, что есть Аллах, есть Его законы, и что мы должны покоряться этим законам. А крымско-татарский орнамент — это как бы именно близко к нашей культуре, к национальности. То есть оно как больше украшение идет. Тюльпан — это символ мужчины, да? Миндаль — это женщина, да, молодая. Роза — это женщина зрелого возраста. То есть и вот тоже пытаюсь все это совместить, да, чтобы какой-то смысл читался, да, с этих картин. Меня все поддерживают. Но не сказать, что мне кто-то там говорит, брось это дело, да, кому оно надо. Это несерьезно. И муж, и дети. Дети гордятся тем, что у них Анашка художница. Все меня мотивируют, подталкивают на это, чтобы вот, не оставлять это дело. Главное, чтобы мое дело приносило пользу, да, окружающим, было во благо мне и родным, и близким, и остальным. Чтобы несло радость. Главное для меня цель — это довольство Всевышнего.